Погода капитально холодная. Нам не привыкать. Да, но две утки, такой хреновой весновки у нас, по-моему, в жизни не было. Рюкзак собран. А самое главное, обещают тепло второй половине мая. А там и охота у нас закончится. Готов на бой, на подвиг. Иду в боевой пост. А на Москве не остается, как снова проверить наши посты. Да. Больше всего с неба так кое-что делать. Да. И дырочкой. В остальных местах везде лед и снег. Ну ты быстрый товарищ, блин. Ладно. Так, ну что, и мы собираемся. Первый смелый. Ну что, куда к крестьянину податься в такую морозную весновку? Кругом снег, морозец, озера от берега до берега во льду, на реке ходиться нельзя, имеется в виду на лодках. Вода падает, на рыбу что ли перейти? Только вопрос возникает, а в ледяную воду поднимается рыба или не поднимается? На залитые болота. Ладно, еще сходим на протоку болотную. А там поглядим. Тепло после 15-го. Нифига себе прогнозик. Дают. Хорошо не в июне. А, для нас, для охотников, в принципе, что в конце мая тепло, что в июне одинаково. Чистота и простор. Ничего нету. На болоте вода упала. Что там уткам делать? Делать нечего. Куда податься? Можно, конечно, на глухариный ток сходить, но где вероятность, что в такой мороз с ветром глухарь такой давно заткнулся, как морозы начались. А так в апреле вовсю уже, говорят, песни свои пел. Ладно, для порядка полчасика посижу, или пока не замерзну. Поспал бы, да, выспался, блин, за ночь. Еще и снег падает. Нормальная погода. Только уток нету, блин. Глухарей вспоминаю. Тетерева молчат, как партизаны. Как морозы начались, пропали, в принципе. Что сидеть в одном месте и мерзнуть? Основоположники марксизма-ленинизма утверждали, что оторвался от обезьяны, когда стал есть жареное мясо. Я не вегетарианец, то есть не хочу возвращаться обратно к приматам. Иногда мясо охота попробовать. Поэтому надо найти, где они могут быть. Какие-то отдельные-то летают у нас. Редко-редко налетают. Круто, как все замерзло. Фух. Снег да так человека держит. В смысле меня. Это ты стрелял или на реке? На реке. А, И там стреляли, тут стреляли. редиски. А тут уток у тебя не было? Сюда вышел от тех кустов, вон там какой-то далече-то есть. Ну, штук 6-7 кряковых туда полетели. Нифига. Редиски. Не хотят в суп попасть. У кого-нибудь я вот высижу. День длинный. Однако. Оптимист. А я пришел, там ничего нету. Болото там дальше все высохло. И вот я думаю, податься, еще что ли сходить посмотреть. То ли на озеро, то ли там в конец ручья. Там, где болото заливает. Утки либо на юг улетели, либо на север. Тут у нас отдельные только остались какие-то. Местные тут, наверное. Да, можно сказать и так. Они буквально штучные, по пальцам пересчитать можно. Их замучаешься тут. Тем более они уже знают, где тут их опасность подстерегает. Посмотреть места, как там ситуация меняется. На лыжах сходить бара лень. Поэтому, хоть и вода у нас маленькая, имеется тут половодье маленькое, попробую съездить на лодке. Авось проеду. Всю Россию, блин, половодье залило. А у нас так. Легкое половодье, легкое.
Это хорошо. Морозы стукнули. Если морозы не стукнули, у нас суперполоводье тоже снега дофига. Опа-на. Вода низкая. Однако, половодье сильно так себе. Ну, еще и застрял. Нет, лучше на лыжах, тут замучаешься проезжать. Тоже мне половодье. Вот бы Россию не заливала, а нас бы залила. Вот одна красота была бы. Тоже мне половодье, не пройти, не проехать. Ладно, когда мне будет больше 70 лет, и я буду сидеть, высиживать. А сейчас лень. Придется на лыжах сходить, посмотреть. Что-то открылось или не открылось у нас все? Или все в снегу, во льду? Все в снегу, все в снегу. Да. Если бы это все растаяло, да не дай бог разом, избушка бы по крыше была, наверное. Ну, немножко воды среди снега. Снова снег. В Москве ожидают нормальную температуру. Ну, не знаю, по их ним нормальную. Вторую половину мая. А у нас когда растает? Второй половине июня, что ли? 17-й год, надеюсь, не повторится, когда с голодовки медведи все к поселкам, деревнями, селам у нас повылазили. Пана. А это что за след? Круглый. И вроде как туда когти. Да. Сейчас дальше посмотрим. Блин, Мишка подошел. Мать моя. Сейчас он голодный. Это нехорошая новость. Тут недалеко постоянные берлоги, многолетние. Медведи меняются за это время, блин, но место не меняется. Ареал обитания здесь. И один раз весной в этом же районе натыкался на голодного медведя. В мае снег также был. Резиновой лодкой там выплыл на болото подобрать. Слышу, хрусь. Интересно, кто там такой? Человек, не человек. Для человека нестандартно, тут достаточно глухие места. И тут делать человеку нечего. Постороннему. Смотрю, медведь пробегает мимо. Нюхает тропу и по тропе бацает. Голодный, ребра торчат, шерсть клочьями так свисает. Но башка, блин, такая. Тело. Там кожа до кости. Желудок к позвоночнику прилип. Видно, что голодный до невозможности. Кого он по снегу догонит и найдет кого. Но он имел наглость пробежать мимо меня, 0 эмоций. Но мне как-то обидно стало. Я там максимум 15 метров от края берега. На резиновой лодке на воде. Я и свистнул. Его реакция мгновенная. Мгновенная — это не то слово. Со скоростью света разворачивается. Глазом не успел моргнуть, он уже эти 30 метров мгновенно преодолел. Скатился к воде. Вошел вот так в воду передними ногами. И мы друг друга уставились глазами. Короче, в это время лучше не сталкиваться. Поэтому зарядил пулями, чё ж. Не по-хорошему не расстанемся сейчас, так, ну хоть здоровье ему попорчу напоследок. Но снег похрустывает, то тихоря он сейчас не подойдет. Ну мы что, отказываться будем? Топаем дальше. Ай! Ну, с ружьем наготове. Наготове. Только пошел там. Снег-то сейчас, наверное, близко что нулю, то бишь немножко ослаб. И тот, кто побежал от меня, что-то на медведя не похож. Росомаха галопом от меня удирал. Да и след какой-то такой, не такой большой. Ну, ладно. По крайней мере, она меня больше опасается, чем я ее. Как рванет, блин. Прямо, ну, наконец-то, редиска, ты мне хоть на видео попадешься. Попадется она. Ладно, идем дальше. Когда сапоги не по размерам к лыжным креплениям, нога натирается. Блин, вроде начала натираться. Это хреново.
А дойду-ка я без лыж. 100 метров осталось. А лыжи здесь оставили, потом на обратном пути. Не скучать, рано или поздно приду. Привет, ручей. Вода падает, и лед в лесу повис на деревьях. Ну что, лодочка, поехали кататься. Так, где приставать? Рябчики тут над головами летают. Мама, я керу. Ух, ни хрена себе. Что тут, глубоко что ли? Ну, брод не должны достать. Ну ладно, хотя бы так. До берега как нам идти-то? Мама мия, мама я керу. Ни хрена себе ледок какой. Ну лодка-то не должна уплыть, в принципе. Что, на вертолет, что ли? Ну, что ж, шуруем туда, на озеро посмотреть. Да, на озере от берега до берега лед. Какая рыбалка, какие тут утки. Да, лодочка. Весновке скоро уже конец, вряд ли тебе придется с места трогаться. Больно все, кругом зима. Открытой воды практически нету. Весновка. Зимовка, блин. Температура чуть только теплее, чуть-чуть. Ну, Господи, благослови. Не намочиться. Ага, вроде получилось. О, на какой-то лед наехал. Ни хрена себе. Или на куст. Равновесие терять нельзя. Ну, сейчас по кустам обратно. Половодье слабое. Дай бог пробиться. Так, здесь просвет больше. Давай, уступай дорогу. Ага. Тут самое главное сейчас не заблудиться в этих елках. Где тут проезд, где проехать. Ага, кажись, пока правильно. Ох, может и там надо было. Ну, едем где просвет. Когда вода больше, то легче проезжать. Но не мешает. Ого, глубина-то. Пол весла. Это больше метра. Так. Нам желательно налево. Но поедем направо. Налево можем заблудиться. Ну все, на болото выезжаю. Тут уже полегче. Где утки?